Будь с гордым горд, он не отец пророка. Будь с робким робок, он тебе не раб. Я так и поступал, клянусь, дорога. Не всем, кто ждал, помог, ведь я не Бог. Что в силах одинокого поэта на все вопросы не нашел ответа. Но людям я не лгал, хотя и мог. Хотя и мог. Голос Олжаса Сулейменова относится к числу крупнейших поэтических голосов современного мира. Олжас Сулейменов – казахстанский поэт и писатель, представитель литературы Востока, создавший свои произведения на русском языке. Он обратился в своем творчестве к проблемам нравственным, этическим, политическим, литературным и экологическим. Начиная с 60-х годов прошлого века имя Олжаса становится все более известным не только у нас в Казахстане, но и далеко за его пределами. Сегодня мы познакомимся с жизнью и творчеством нашего современника Олжаса Сулейменова. Постараемся побольше узнать о литературной и общественной деятельности Олжаса Сулейменова, войти в мир его поэзии. Олжас Умарович Сулейменов родился 18 мая 1936 года в семье Умархана Сулейменулы, прямого потомка Олжабай-Батыра, офицера казахского кавалерийского полка. Олжас вырос в Алмате с бабушкой и дедушкой. Окончил школу в 1954 году и поступил на геолого-разведческий факультет Казахского университета. Окончив его в 1959 году, инженер-геолог. Олжас Умарович Сулейменов вошел в литературу так стремительно, как будто ворвался в степные просторы на Аргамаке. Широкую известность он получил весной 1961 года. Тогда, отчисленный за драку из литературного института, он вернулся в Алмату и подрабатывал в газете «Казахстанская правда». 11 апреля 1961 года, осведомленный о событиях на Байконуре, редактор газеты Федор Боярский заказал ему стихи про полет человека в космос. За ночь он набросил несколько строк, и 12 апреля, когда объявили о полете Гагарина в космос, стихи уже вышли в газете, и листовки с этим текстом разбрасывали с самолета над Алма-Атой и другими городами Казахстана. Впечатленный эпохальным событием, поэт за неделю превратил эти стихи в поэму «Земля, поклонись человеку», и уже в мае она вышла в свет. «Земля, поклонись человеку» читает поэт Олжас Сулейменов. Мир, земля, шар земной, сочетание слов, сочетание народов, мечей и судеб. Сколько твердых копыт над тобой пронесло, все пустыни твои нас, безжалостных, судят. Насыщенный нравственный потенциал поэзии Олжаса Сулейменова распространяется на все темы его лирики: жизнелюбие и оптимизм, впечатления от многочисленных путешествий, философские размышления, гражданские и патриотические мотивы. Тема защиты природы в любом поднятой в стихах проблеме поэт остается человеком с твердой нравственной позицией. И при всем этом поэзия Сулейменова глубоко самобытна. Русская речь у него дышит Востоком. Поэт связан с традициями устной казахской поэзии, корни которой уходят в глубину веков. Творческая кредо поэта – возвысить степь, не унижая горы. Любимый образ Сулейменова – народ, как дерево, корни, которые ветвятся в родной земле, а раскинувшаяся крона касается листвы соседних деревьев. Поэт мечтает породнить Азию с Западом, всматривается в прошлое жадными раскосыми глазами и ищет в нем человечество и любви.
Идея пути – предмет размышлений поэта на протяжении всего творчества. Показательно в этом отношении стихотворение «Айналайн». Айналайн. Чудесное слово. Жаль, что русский его не поймет. Объяснить я готов ему снова, только бедно звучит перевод. Айналайн твоими губами. Пусть нелепо оно звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Ты Сережу Есенина помнишь? Шагане ты моя, шагане. Айналайн. Захочешь — запомнишь. Повтори Айналайн при мне. Пусть оно будет нашим паролем, именами твоим и моим. Мы, казахи, с любовью и болью о любимых своих говорим. Айналайн тебя называю. Если хочешь понравиться мне, называй ты меня Айналайн, как Есенин свою шагане. В этом стихотворении мы видим образное осмысление символа пути кочевания. Сулейменов известен также как автор ряда работ, посвященных слову о полку Игореве. Он заинтересовался этой темой еще в 1960-м, будучи студентом литературного института, публиковал в работе о слове с 1962-го. В 1975-м в издательстве «Жазуше» выходит литературоведческая работа Сулейменова «Аз и я». Книга благонамеренного читателя. Книга вызвала бурю негодования и в научных кругах, и в рядах партийного руководства, переходящую в откровенную травлю автора. Начались характерные для того времени идеологические проработки, основанные на советских политических обвинениях в национализме, пантюркизме, идеологических ошибках. Издание было изъято из продажи, изымалось из библиотек, автор долго не издавался, только заступничество первого секретаря ЦК КП Казахстана Динмухамеда Кунаева привело к ослаблению травли, и разбирательство по книге на литературную тему из ЦК КПСС передали в Академию наук СССР. Олжас Сулейменов является также общественным деятелем. В феврале 1989 года на Семипалатинском испытательном полигоне прогремел очередной ядерный взрыв. Выступая вечером 25 февраля по республиканскому телевидению, впервые в живом эфире Олжас Умарович Сулейменов неожиданно для всех рассказал о том, что узнал. Радиоактивное облако, вырвавшись из-под земли, после ядерного взрыва накрыло город Курчатов и другие населенные пункты. И подземные испытания, оказывается, не безвредны. Он призвал всех, кому дорога земля Казахстана, кто готов выступать против ядерных испытаний, прийти на митинг. 28 февраля к зданию Союза писателей пришли тысячи людей. Так на многострадальной земле Казахстана родилось поистине всенародное антиядерное движение Невада-Семипалатинск. Зарегистрировано под номером 001. Оно дало начало новейшей истории отечественных общественных движений. Движение Невада-Семипалатинск выразило массовый протест против ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. В течение недели под воззванием движением подписалось 2 миллиона человек. Голос лидера движения Олжаса Сулейменова был услышан во всем мире. В октябре 1989 года полигон закрыли указом президента. Сегодня мы только затронули частицу творчества Олжаса Сулейменова. Я думаю, что о чем говорилось, у вас останется в памяти и появится желание еще более подробно познакомиться с творчеством этого человека. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.